Новости экономики на Якутия-24. Здравствуйте. В студии работает Нургуяна Иванова. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит с 1 января 2020 года налог для самозанятых в 19 регионах-донорах и регионах с городами-миллионниками. В настоящее время налог на самозанятых действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. Определены 4 основных направления научно-образовательного центра развития Арктики и Субарктики «Север». Во-первых, мерзлотоведение, геология и изучение климата. Во-вторых, экология и бережливое природопользование в Арктике и Субарктике. Третьим направлением является медицина и биотехнологии. В-четвертых, строительство и техника Севера, материаловедение в условиях низких температур. Отметим, что работа по созданию масштабного центра стартовала в сентябре прошлого года. Проект призван интегрировать университетскую и академическую науку с реальным сектором экономики. Индийская компания Меданта планирует создать в Якутии центры онкоскрининга. В октябре агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта был организован визит представителя индийской компании в Якутск, в рамках которого была изучена существующая медицинская инфраструктура и определен предварительный перечень медицинских услуг. Отметим, что меморандум между агентством и Медантой о реализации проектов на Дальнем Востоке на сумму 2,5 миллиардов рублей был подписан на полях Восточного экономического форума. Якутия выступает в качестве пилотного региона. Акционерное общество «Полюс Алдан» выполнило годовой план по производству золота. Компания достигла показателей, значительно превышающих результаты прошлых лет. Так, рост производительности составил более 50% за последние 4,5 года. Как отметили в «Полюс Алдан», переработка на Куранахской золотоизвлекательной фабрике составила в 2018 году более 5 миллионов тонн руды в год, благодаря обновлению оборудования более чем на 70%. Модернизация в компании продолжается на всех производственных переделах, на руднике Куранах, в автотранспортном цехе и на участке кучного выщелачивания, введенном в эксплуатацию в прошлом году. Компания «Мечел» может не выполнить условия инвестконтракта по Эльгинскому месторождению в Якутии. Отметим, что срок контракта заканчивается в октябре 2020 года. Напомним, что подконтрольная «Мечелу» компания «Эльгауголь» получила статус участника регионального инвестпроекта еще в конце сентября 2015 года. За 2016 и 2018 годы «Эльгауголь» осуществила вложение менее чем на 5,5 миллиардов рублей. Это лишь около 7% от общего объема инвестиций, которые обещала компания. В оставшийся год «Эльгауглю» предстоит инвестировать 73 миллиарда рублей. По итогам 9 месяцев текущего года добыча на Эльгинском комплексе сократилась на 17%. Деятельность группы «Мечел» осложняется высокой долговой нагрузкой. Чистый долг без пений, штрафов и опционов на 30 сентября составил 408 миллиардов рублей, снизившись на 9 месяцев на 15 миллиардов рублей. Дальневосточный фонд высоких технологий запустил менторский клуб, который позволит новым проектам с помощью экспертов выстроить бизнес-модель, выйти на новые рынки или локализовать производство на Дальнем Востоке. У клуба 4 направления работы. Это сопровождение деятельности развития бизнеса, в том числе выход на новые рынки, привлечение инвестиций, а также ведение бизнеса на Дальнем Востоке для тех проектов, которые изначально работали в других регионах. Подать заявку на менторское сопровождение может любой дальневосточный технологический проект, а также компании из других регионов, которые хотели бы начать работать в Дальневосточном федеральном округе. Они могут указать либо конкретного ментора, либо направление, в котором им требуется поддержка. Участие в менторском клубе бесплатное. Итоги стартап-экспедиции подвели в Москве. Первое место занял конструктор сайтов на основе искусственного интеллекта для предпринимателей малого бизнеса, которые не умеют создавать продающие сайты, но хотят получать новых клиентов с помощью интернета. Проект команды из Владивостока получил главный приз – путевку на участие в акселерационной программе Б8 Фонда развития инноваций Якутии с возможностью получить финансирование на сумму до 2 миллионов рублей, а также участие в конференции «Стартап Village 2020».
Второе место занял проект из Хабаровска. Первый российский бионический протез голеностопного сустава, разработанный с применением технологий машинного обучения. Третье место получил проект «Мобильный телефон в системах управления доступом». Команда из Якутии создала приложение, которое позволяет управлять электронными замками с помощью мобильного телефона. Отметим, что стартап «Экспедиция» – это крупнейшая на Дальнем Востоке инициатива по поддержке технологического предпринимательства. В рамках нее представители институтов развития посетили все 11 регионов Дальнего Востока и отобрали на конкурс около 100 перспективных проектов. На этом у меня пока все. До встречи в следующих эфирах.